Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, как и почему 18-летняя девушка 27 раз ударила ножом своего знакомого. Она вывела его сюда в подъезд, столкнулась с лестницей, а затем побежала на кухню за ножом. Покажем, как мужчина применил насилие в отношении полицейского. Я вам не держу, убирайте руку. Вот, убирай руку. Убирайте руки, вы что творите? И чем теперь может обернуться для него выход из дома без СМС-пропуска. А также уверял, что трезвый, но проходить тест на алкоголь отказался. Говорят, что я выпил. А вы выпили? Я не выпил. И почему водитель «Лады» считает себя жертвой обстоятельств? Это и не только. Прямо сейчас. 27 ножевых ранений нанесла 18-летняя девушка 44-летнему мужчине в подъезде одного из домов по улице Октябрьская. Как установили полицейские, все произошедшее следствие бурного застолья девушки, ее сожителей и троих их знакомых. Один из них стал приставать к единственной даме, несмотря на спящего рядом ее возлюбленного. Нафиса Минязова с места происшествия. Меня ночью привезли на машине милиция. Ключи есть у вас? Я говорю, есть. Что случилось? Я так же знаю, как и вы. Это хозяйка той самой квартиры. Ночью женщину разбудил звонок полицейских, которые рассказали, внутри ее квартиры скрываются подозреваемые в жестоком преступлении. Просили проехать на место и открыть дверь. Следователи выяснили, что сын хозяйки квартиры проживает здесь со своей 18-летней сожительницей. В тот самый роковой день они и еще трое молодых людей распивали здесь спиртные напитки. В какой-то момент молодая пара ушла спать, и нетрезвый гость стал приставать к этой девушке. Она вывела его сюда в подъезд, столкнулась с лестницей, а затем побежала на кухню за ножом. И именно им 27 раз ударила потерпевшего. Девушка вернулась домой, мужчина остался истекать кровью. Его нашли соседи и вызвали скорую помощь. Хозяйка квартиры полицейским помочь не смогла. Дверь изнутри была закрыта на ключ. В конечном итоге ее открыли те, кто находился внутри. Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Статью могут и изменить. Все будет зависеть от состояния здоровья потерпевшего и его желания наказать девушку. Пока же следователи намерены обратиться в суд для избрания задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Родила дочь и едва ее не убила 23-летняя жительница Заинска. Как установили следователи, после выписки из роддома не оказывал новорожденной должного ухода, в том числе не соблюдая требования гигиены и режима питания. В мае подозреваемая распивала спиртные напитки у себя дома с подругами, после чего ушла спать с дочерью. Через некоторое время соседка увидела, что женщина лежит на 1,5-месячной девочке. После этого она вызвала на место сотрудников медицинской помощи. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка гематомы. В настоящий момент девочка изъята и находится под присмотром медиков. 43-летний рабочий погиб в Нижнекамске. Как полагают следователи, на 8-метровой высоте он занимался очисткой трубы. В какой-то момент он зажал болгарку между ног и стал менять диск, но случайно включил инструмент. Получил ранение бедра, при этом была повреждена его артерия. Коллеги спустили мужчину при помощи крана на землю и наложили жгут. Однако спасти его жизнь не удалось, и он скончался в карете скорой помощи. Убил кота своей подруги, теперь может лишиться свободы. Советский районный суд начал сегодня рассматривать дело в отношении 30-летнего мужчины. По версии следствия, 9 декабря минувшего года он в состоянии алкогольного опьянения зашел в квартиру к своей возлюбленной и растерзал ее животное. Острым предметом несколько раз ударил кота, а затем силой бросил о стену. Шансов выжить у четвероногого просто не было. Он действительно пояснил, что он один раз ударил кота раскладным ножом, после чего с силой его толкнул об стену, от чего, возможно, животное погибло. Однако в ходе следствия проводились экспертизы, и на теле животного было обнаружено не менее 8 колото-резных ранений. Огненное ЧП произошло в подвале жилого дома в Набережных Челнах. Огонь вспыхнул в расположенной там обувной мастерской. Внутри в момент возгорания находился 64-летний мужчина. Из огня его вытащил очевидец. Подробности у Айгуль Бадрудиновой. Жильцам дома только и оставалось, что смотреть на огонь. 64-летнего мужчину, работника, расположенный в подвале обувной мастерской, из горящего помещения вытащил очевидец. Я, правда, не спускалась, с 7-го этажа смотрела.
Ой, сильный пожар был. А он тут сидел голый мужик. Господи, совсем голый, без рубашки, без штанов. Кто-то ему дал эти штаны, и скорая приехала, его забрала. На пульте ДДС 18:30 поступило сообщение о горении в подвале в доме 2918. По приезду пожарных подразделений происходило открытое горение в подвальном помещении. Пострадал гражданин 1956 года рождения. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации электротехнического оборудования. Энергетики при осмотре помещения сделали другие выводы. По их словам, автоматика была исправна, и при коротком замыкании она бы отключила электричество. По их предположению, причина возгорания кроется в неосторожном обращении с огнем. Да и соседи говорят, мужчину часто видели нетрезвым. Внутри помещения были стояки водоснабжения, которые владелец мастерской будет восстанавливать за свой счет. Он пока не может найти своего сотрудника, его выписали из больницы, и с тех пор на связь мужчина не выходит. Сейчас устанавливаются причины возгорания и сумма нанесенного ущерба. Айгуль Бадрудинова, Эльвина Андрова, Фанис Ихсанов, вызов 112. Телефоны и сим-карты пытались незаконно провести в пятую колонию в поселке Нижние Визовые Зеленодольского района. Сотрудники УФСИН проверили минивэн, за рулем которого находился 27-летний парень из поселка Ютазы. На режимный объект он завозил сырье для производства. В кузове был и баллон для воздушного компрессора. Интероскоп показал, что внутри него находились мобильные телефоны. После вскрытия емкости оттуда извлекли 60 гаджетов, 24 сим-карты, зарядное устройство и гарнитуры к ним. По факту попытки проноса на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов составлен материал об административном правонарушении. В ИК-5 по данному факту также проводится проверка. До 5 лет лишения свободы грозит 31-летнему водителю «Лады» за применение насилия в отношении представителя власти. 10 мая в Чистополе его остановили сотрудники автоинспекции и попросили предъявить СМС-пропуск. Водитель показал справку от работодателя. Полицейские объяснили, что она дает возможность проезда из дома к работе и обратно. По ней нельзя передвигаться в выходные дни и по личным делам. В отношении мужчины составили административный материал, в котором он стал вносить изменения. Его попросили выйти, но водитель отказался и зажал стеклом руку полицейского. Убирайте руки! Убирайте руки! Если вы мою руку не отцепите, я разбиваю. Я вам не держу, убирайте руку. Вот, убирай руку. Убирайте руки, вы что творите-то? Вы что творите, беспредел, эй? За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчину арестовали на 2 суток. Также в отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. «Лада Калина» и «Шевроле Круз» не смогли разъехаться вечером на пересечении улиц Чуйкова и Мусина. Никто из водителей не признавал свою вину. Каждый считал, что выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. В итоге, после оформления ДТП, оба водителя намерены добиться правды на детальном разборе в госавтоинспекции. В происшествии никто не пострадал. Разбили ему машину, скрылись с места происшествия, а приехавшие сотрудники полиции узрели причину для лишения прав и крупного штрафа. В такую ситуацию попал водитель «Лада Калина» на проспекте Амирхана. По словам мужчины, его автомобиль отбросило в отбойник после касания с машиной, водитель которой скрылся с места происшествия. Прибывшие на место автоинспекторы поговорили с пострадавшим автомобилистом и заподозрили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина уверял, что не пил перед тем, как сесть за руль, но проходить экспресс-тест на алкоголь не решился. Почему, узнает Алсох Медзянова. Так получилось то, что мне сначала в бочину врезали, в мою сторону, а потом я задом врезался в обойник. Все. По рассказам водителя «Лады Калина», в аварии он не виноват совсем. Говорит, в него врезалась какая-то машина, он даже не определил марку. Автомобиль тут же уехал с места происшествия. Да, она уехала, я не помню, какая машина. У вас есть столкновение было, да? Да, камеры есть, по-любому можно посмотреть. При этом прибывшие на место инспекторы заподозрили, что водитель «Лады», чья машина пострадала в столкновении, находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался. Говорят, что я выпил. А вы выпили? Я не выпил. У меня бомба вылетела, я пустырь не туда делал. У меня спирт чуть-чуть есть. Какой-то пустырь. Он по-любому покажет. А вы поэтому отказались? Да. Но это же как пьяным считается. Считается, да. Вы же можете в больницу проехать, там проверить. Отказ от прохождения медосвидетельствования даже при наличии уважительных причин не освобождает от ответственности. За это водителю грозит и солидный денежный штраф, и лишение водительского удостоверения. Алсох Медзянова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.